Испытано на себе. Друзья, всем привет! Это проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. И сегодня мы продолжаем наш рассказ про поездку на вездеходах по Ямщицкому тракту по маршруту Иркутск-Якутск. Все это будет в этом выпуске. Это вторая часть. Ну и что ждет нас впереди, я пока не знаю, хотя мы уже, в принципе, на старте. Но что было немного до этого, давайте посмотрим прямо сейчас. Испытано на себе. Мы можем загрузиться, технику, по сути. У нас до Жигалова, это трасса, ну, можно сказать, как федеральная, не федеральная идет. Там поток машин туда-сюда, ну, прям вообще конкретно. Ну, там есть трасса. Мы будем ехать, мы их можем снимать. Просто я предлагаю вообще загрузить, взять пару джипов, пару прицепов, технику загрузить на прицепы и доехать до Жигалова. Спокойно туда приехать, в ночь уехать, чтобы с утра 16 числа мы уже могли выезжать с Жигалова. Угу. Ну, это будет логично. И все, и, пожалуйста, едем и наслаждаемся природой, полностью заряженные, заправленные. Там вы не будете наслаждаться. Почему? Там, ну, я же сказал, как они, по промоин. Промоин, там где промоин. Ну, вам будет по колеса. Это, по-моему, будет там интересно. Это, наверное, наслаждение. Что такое промайна? Это не налить? Горная речка доланула. И потекла вода. Ну, что нам представляет себе? 10 километров впереди, в глубину, в ширину, там, или что это? Высоту, да? Сверху вода. Так это... Налить. 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 Ну, а и в чем проблема? Не У знаю. них на земнике такое будет. Вот вообще проблем нету. Кстати, сейчас мы еще зашипуем нашу технику, на всякий случай, чтобы двигаться по льду. Одна зашипованная, которая вот с Байкальской мили приехала, он с шипами уже. А сейчас мы, как у Макса, шипы с Макса выкрутим и вкрутим Руслану на вездехода. Сколько протяженность этой наледи? Я без понятия, что думаешь, ездил, что ли? Ну, они метров по 100, может, максимум. Ага. 200. Нет, ну, Ну, сказали вот то, что ехал там Хайлюкс, что ли? Ему Да. по ручке был. по ручке? По ручке. Ну, знаешь, По ручке ему было. Знаешь, по пороге будет. она, наверное, видишь, какая штука? Она сегодня ездит, правильно? Вода, это же из-за чего вода поднимается, она может уйти спокойно. Главное, Потому чтобы что- она под лед не ушла и там пустота не образовалась. Вот тогда Утром проехал, все чисто, снега нет, воды нет. Обратно едешь вечером, все уже вода. Ну, а может, она реально там метр наледи Может будет подняться. воды этой. И получается, мы будем не ехать, а плыть. У нас как? У нас вездеход, который на триколах, он менее загружен. Чтобы, ну, компенсировать разницу в расходе за счет колес. Да. Соответственно, будет легче, и он будет проверен. Так ведь? Триколовский вперед пойдет. Ну, На Триколовском я поеду. ну, То есть я буду впереди, да? ну, На передке. ну, да. Удар принимать. Это- Ну, если вот понимать бы, да. Если там морозы, там какие температуры будет, это наледь не может замерзнуть? Она может и минус 40 скрыться. А вот так, да? Испытано на себе. Так, ну что, сегодня у нас день выезда. Если быть более точным, то ночь. Днем мы там дорабатываются немного вездеходы и, соответственно, собираем вещи. Вот, пока выложили здесь, на тенте, чтобы примерно иметь представление, сколько у нас будет с собой личных вещей, еды. Сегодня мы наклеили наклейки, забрендировали вездеходы, то есть там получается, что символически нарисована река Лена, герб города Иркутска, герб города Якутска, как финальной точки поездки. Ну и, конечно же, гербы всех районов, которые мы будем проезжать. Напомню, что наша поездка приурочена к 280-летию почтового тракта Иркутск-Якутск, и почетное место заняла наклейка от общественной организации Республики Саха-Якутия «Потомки государевых ямщиков».
вещей стало больше. Вот, в целом, конечно, столь длительную поездку все нельзя предусмотреть, но, тем не менее, есть возможность по дороге еще что-то докупить, но имею в виду по продуктам. А так, в целом, вроде все здесь, все на месте. И сейчас, я думаю, через некоторое время уже можно будет посмотреть, насколько вместительный кузов у вездехода. Так, а в целом у нас здесь, значит, вот эта часть техническая, здесь зипы, аптечка, личные вещи, бензопила, доширак, ящик в кабину. Здесь, по-моему, съемочное оборудование лежит, плитки, умывальник даже взяли, 2 стола, ну, соответственно, спальники, сапоги теплые, жилетки, там тоже оборудование, там еда. Так, это уже личная сумка. Вот здесь у нас посылки. Причем даже подкрылок от ВИЦа отправили с нами. Но мы же все-таки идем по Амщицкому тракту. Вот и проверим на себе, испытаем доставку груза. Окей, вон еще 2 посылки, которые так, это я вижу, вот город Якутск. Там, по-моему, тоже. Вот, ну и канистры, в которых будет запас топлива. Так, ну что, уже вечереет, немножко стало прохладно, но сейчас будет много работы, будем загружать вездеходы, их подготовили. Так, вот такой вот кузов. Здесь мы будем кушать, спать. Сейчас нужно это все загрузить. Давай вытащим пока. Но... Так, запчасти сюда, да? Да, тут сейчас А, тут уже что-то есть. Так, а я не знаю, нам это еще фаркоп, наверное. Это что, кухонное? Не знаю. Как нарезать? Так, ломка пускай будет. Насчет этого я сомневаюсь. Так, шланги. Имей в виду, вон, Твои сапоги там. Буру вот сюда залезет, нет? Еще топорик. Топорик, бур рядом. Так, это штатив походу, да? Да. Штатив луч сверху. Так, 2 плитки и баллоны. на полметра. Вперед, да? Ну. Еще? Так, ну все основные вещи, которые лежали на тенте, находятся здесь. Вот в целом сейчас осталось натянуть багажную сетку и в принципе все. Мелочевка, одежда, мед. Мы везем 100 килограмм меда, будем раздавать по дороге. Вот так. Ты все, оборудование мы сейчас будем продавать, будем искать нового оператора и все. Да? Понятно. Тебе же сказали, в 4 выезд. А? Тебе же сказали, что в 4 часа выезжаем. Ну и понятно, я к чему? Мы же поедем через Бариклей, господи, через Джамбула в любом случае. Нет, мы с базы трогаемся. Тебе на такси приедешь? Да, потому что мы не будем там через эти тусоваться. Трогаемся с базы, подъедешь, в 3 часа ориентировочно с 3 до 4 выезд будет с базы.
То есть вы поедем через объездную Шелихов-Ангар? Не знаю, я не за рулем. Все понятно. Ладно, я понял, короче, в 3 часа тогда я буду на базе. Хорошо. Друзья, погрузка продолжается. Сейчас у нас на очереди второй вездеход. Туда мы загрузим вот эти канистры и остатки вещей. Было принято решение ехать по асфальту, чтобы не мешать участникам дорожного движения на прицепах. Соответственно, один вездеход будет на грузовике, второй будет на прицепе. И мы двигаться будем до села Жигалово. Это около 400 километров. И там уже начинается река Лена, то есть идет пересечение с трассой. И оттуда мы уже поедем на вездеходах. Так, внутри кузова вот так. Здесь отопитель. Да, эти вездеходы, кстати, участвовали уже на постановке рекорда России. За 7 дней вокруг Байкала прошли. Вот. И сейчас небольшая доработка, так как у нас есть сетка багажная. Мы вот так вот веревочку по периметру обвяжем, и сетка будет держать вещи легкие. Так, друзья, ну что, у нас Александр заехал за нами, причем не на такси, а на машине каршеринга. Значит, стоит 10 рублей минута. Дешевле выходит, чем такси. То есть, ну, добраться из центра города, да, приехал? Ну, почти. Да. То есть он взвесил все за и против и решил взять каршеринг через приложение. А ключ в этом в замке остается. Вот, видишь, 138 рублей. Закрыть. Сейчас. То есть ты 25 минут ездил и заплатил 138 рублей. Ну, 150. 150. Ну, это гораздо... Это, чтобы вы понимали, такой район, что вот заказать вот чуть пониже, да, через несколько домов. И вчера заказывали такси до базы, там в сумке перевести 300 рублей это днем. А проехать тут даже не километр, наверное, чуть меньше. Так, грузовик уже двигается. Мы сейчас размещаемся во второй машине и едем. Сейчас Александр проведет небольшой брифинг по поводу нашего маршрута, по нашей экспедиции. Так, в общем, господа, ну часть маршрута вы уже знаете. Сейчас у вас задача с Жигалова добраться до Усть-Кута. Но мне кажется, вы все равно не сможете доехать до Усть-Кута, поэтому я поставил там метку. Можете остановиться, ну, на свое усмотрение. Расход я вам поставил максимальный. Ну, так или иначе, вы заправились полноценно. Есть информация, что по пути этого маршрута у вас будет два... Как это называется? Населенных пунктов? Нет. Когда вода вот выходит. Наледи. Да, Наледи. Да. Заразился. Заразился. Да, два участка будут с наледями.
Возможно, будет больше, возможно, будет меньше. Там сказали, они появляются, пропадают. Попадаете вы в Усть-Кут. С Усть-Кута вы едете в Верхнее Марково. И с Верхней Марково вы можете отправиться уже... У вас два варианта, да? Основной наш это Поленье. Это уже Витим, Пелиду и, соответственно, Ленск. Но там, говорят, дорога раз на раз. Может и не быть. Спросите у местных жителей. Если ее реально не будет, то отправляйтесь альтернативным маршрутом по автозимнику Вилюй. То так, если вы там уже поедете, тогда вам... Хотя вам в обеих случаях пригодится полный запас бензина. В обоих, да, случаях пригодится. Так или иначе. Но преимущественно, конечно, ехать именно по Лене. Там нужно будет у местных узнать. Потому что, вот, как я сказал, местные там управы сказали, что как и можно, как и вроде и нельзя. Про мед расскажи, пожалуйста, Да, информацию. кстати, про мед. Да, там у вас 500 литров. 500 коробочек меда. Вы их можете давать абсолютно кому угодно на маршруте, кто... Ну, не прямо вот так вот вас остановит, конечно, а где-нибудь на остановках, которые мы где-то огласим, в крупных населенных пунктах. Человек показывает вам фотографию, да, его улова какого-нибудь, добычи. Вы вознаграждаете его тем, что он очень, схож с нами, да, мы тоже как бы тоже таежники. Даем ему наш презент, как ямщики. И если, даже не если, и чтобы он участвовал в конкурсе лучшей, скажем, фотографии, да, он должен будет эту фотографию отправить на номер. Я здесь сделал 2 памятки для вас. Здесь все указано, что куда он должен что отправить, что он должен написать. И тогда потом, после экспедиции, он будет участвовать в конкурсе. Это не розыгрыш, это будет конкурс полноценный, где люди будут голосовать за лучшую фотографию. И победителем будет, методом голосования, победитель получит бензопилу, которую вы ведете с собой на всякий случай. В Якутске вас встретят, а также вас встретят, сами потомки ямщиков, плюс еще получатели посылок. Вы ведете также посылки для якутян. У вас там есть, Руслан знает. И также в Якутске их можно будет поручить. Мы приехали в Жигалово. Здесь, пока мы сюда шли, с нами связался местный житель, его зовут Павел. И он сказал, что расскажет про дорогу. В целом хочет тоже посмотреть на вездеходы. Думаю, будет очень много полезной информации от местного жителя по ситуации на трассе. Здравствуйте. 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 Вы им скажите, пусть остановятся. А вот что-то звоним, связи, у них нету связи. Вот пусть в любом месте остановятся. Вам, наверное, лучше все-таки в столовую сразу. Лучше, да? Поедем и как раз туда и так и это как они куда они ушли, так бы они на магистральную шагают. Все, сейчас. Ну что, после очень сытного обеда в столовой, дальше у нас столовых до Усть-Кута не будет. Павел пригласил нас на свою базу, чтобы разгрузить технику. Вот такой вот он позвонил сегодня, да, Саша? Да, сегодня сам позвонил. Вот человек сам позвонил, сам предложил помощь. Такие вот замечательные люди. И сейчас мы двигаемся на базу, чтобы разгрузиться и двинуться уже на вездеходах. Поселок Жигалово — это где мы сейчас спускаем наши вездеходы. Известен тем, что здесь находится Жигаловский судостроительный завод, и причем еще с советских времен здесь строили суда, которые дальше уходили аж в море Лаптевых. Ну а в данное время все равно продолжается работа и изготавливают катера, которые бороздят просторы озера Байкал. Это уже дальше, да? Дальше Коношаново будет. Вот, Коношаново. Коношаново, смотрите. Вот прямо перед самим Коношаново была глубокая наледь, не знаю, замерзла вашу технику. Есть объезд. Где-то вот в этом месте, вот это остров здоровый, вот перед этим островом, вот так вот, есть на берег выезд, и пошел по берегу через Коношаново, прямо через деревню, и опять на лед выезжаешь. Ага. Так, дальше пошагали. Вот это все, это здесь все везде проездное, Сурово мне сейчас. Головская будет. Головская, все, проезжаете, речка, идете, деревня, увидите на правом берегу. Шестяникова, дальше. Вот, Сурово. Вот Ага. у Сурова, вот
Вот это Илинга река впадает. Вот здесь от Илинги до Сурова там расстояние 300 метров, но проблема проехать будет. Там промыто вообще А если полная. по острову? Вот, не по острову, я вам предлагаю, вот примерно вот здесь будет накатано, опять же, на правый берег. Ага. На правый берег встаете, вот эти все острова по берегу огибаете. Также вдоль речки это все будет идти. Там заборчики стоят, там накатана дорога. И прямо в Сурово выйдете и пойдете опять дальше, пойдет Клин, уже вот в это Лупилово. Лупилово наверняка здесь не обозначено. Александр, ну мы на самом деле сейчас на старте большой экспедиции, которая продлится более 2000 километров по Ямщицкому тракту по маршруту Иркутск-Якутск. Но сейчас мы добрались до реки Лена. Здесь далее уже идут зимники, такие вот дороги, где не такое интенсивное движение. То есть мы, в принципе, прошли на прицепах, чтобы не мешать участникам дорожного движения. Чтобы асфальт не попортить, да? Да, да. Все. Вот, ну, выдвигаемся мы на 2 вездеходах. Александр, я думаю, поподробнее расскажет, какие вездеходы. Вездеходы зеленые, 4-колесные, с оранжевыми будками, в которых можно ночевать. Отлично. Да, сейчас в этой деревне местные жители узнали насчет дороги, насчет зимника. Говорят, что еще где-то 30 километров, и потом все под вопросом. То есть последний раз там протаскивали, то есть проходили зимник 23 февраля. Вот, а сейчас состояние неизвестно, может быть, замело. Если это так, то есть дорога заканчивается там, то нам еще нужно будет пройти 200 километров до Усть-Кута. За такое 200 километров неизвестности. В общем, поживем, увидим, посмотрим. Пока двигаемся вперед. Все в целом нормально. Что такое? Провалились. Налить? Ага. Ключи. Стоп, стоп. Назад езжайте, мы тут провалились задом.
Что там у нас? Развернулся. Налить, да? Мам, давай-то, а. Ой, жестко провалились. Он, походу, Что? нет. Не-не, правое заднее колесо прямо почти все ушло. Зад на боку. Разворачиваемся, сейчас едем. Что там что-то... А у нас с правой стороны, что у нас там сзади? Зип, да? А? Сзади у нас с правой стороны что? Зип. Ты им покажи, чтоб все... А, смотри, здесь вот она, трещина промоина идет. Где? Вон она, видишь? Вон, видишь? Я не вижу. Зайди туда, провалишься. А, точно. Она вот она, краем берега. Пускай не подходит, он туда отходит в сторону. Вот там получается целая трещина. Покажи им, чтобы вон там встали. Вот сюда встаньте. Сюда. Мы разворачивались. Получается чуть-чуть, казалось бы, да? Но там, видимо, пустой. Нет, в воду сел. Стой! Мне кажется, у тебя колесо под льдом. Что? Колесо подо льдом. Может, его попробовать разгрузить? Мы же, получается, вообще фактически у берега. Да, у берега. Ну, там, судя по этой, Глубина приличная. да, открытая вода там. Это даже не налить, а просто проталина. Здесь журчание даже слышно. Вон там. Куда притягиваешься? Должна жопа приподняться. Давай, увидим. Давай пробуй. Сейчас я там подрублю маленько, он уперся вот. И около нее не руби, вот здесь рубите канистра. Что такое?
А, это не выдух? Ты там рубишь, здесь трясется. Давайте это пошире встанем. Тонкий, да, Лёд? Опа, опа. Проваливается, переднее колесо проваливается.